Начинаем. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Школьников, которые участвовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, мы особенным образом приветствуем. Поздравляем их с тем, что они преодолели очередной этап олимпиады, но и пожелаем им дальнейших успехов. Позвольте представить мою коллегу Оксану Владимировну Борисову, которая является членом комиссии. Я Королева Татьяна Павловна. Мы работаем на одной кафедре, на кафедре русской филологии Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. К сожалению, не мог сегодня прийти третий член нашей комиссии, Юлия Николаевна Ильина, но она нам дала свои материалы, и мы также сможем осветить и эти материалы. Наша задача сегодня кратко, естественно, проанализировать те задания, которые были представлены на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Наша работа такая: вы можете задавать вопросы в чате сейчас, можете в период с 15 до 17 часов задать вопросы по олимпиаде и оценке заданий. Для этого надо будет зайти на сайт института Какой институт у нас тут? Институт повышения квалификации и развития образования. Там будет моя страничка, озаглавленная Татьяна Павловна Королева. Вот до 5 часов я жду ваши вопросы. Ну а сейчас давайте мы начнем нашу работу. На экране будет высвечиваться задание. Начинаем мы с 9 класса. Так, и Оксана Владимировна начинает характеристику первого вопроса. Итак, первое задание было предложено, вы видите его на экране, было предложено учащимся всех 3 классов, и 9, и 10, и 11 классов. Рассмотрим это задание. Итак, при выполнении этого задания ученики должны были показать знание фонетических законов русского языка, орфоэпических норм русского языка. И должны, кроме всего прочего, были показать умение, возможно, в некоторой степени выполнить транскрипцию. Как вы все видите, осуществлялся анализ фамилии Озил с ударением на 2-м слоге. Итак, первый вопрос: какой звук или какие звуки могут произносить или произносят в действительности носители русского языка в начале этой фамилии? Аргументируйте свой ответ. В этом случае ученики должны были обозначить 2 звука. Это звук и звук О в безударном положении при попытке обозначить, передать особенности звучания иностранного слова. В данном случае, конечно же, мы сразу вспоминаем такие слова, как, например, поэт, оазис, в произнесении которых допускается произнесение нередуцированного звука О, например. Далее, второй вопрос этого задания. Какой еще звук возможен в начале этой фамилии, если она произносится сразу после его имени? При каком условии? В данном случае нужно было указать, вернее, возможно было указать звук «ы», который произносится вместо звука или звука «и», при этом имя произносится изолированно, а сам звук «ы» может произноситься после твердого согласного в конце этого имени Месот. Дальше, если говорить о недочетах, вот 2 вопроса у нас были
в этом задании. Если говорить о недочетах или недостатках, то чаще всего можно отметить следующее. Чаще всего ребята указывали в ответе на первый вопрос, я покажу его еще раз, звуки О, А, причем только один или два из списка. Да, я еще добавлю, что в этом случае вот возможен был ответ произнесения звука А вместо О и звука вместо звука И в начале слова. Так вот, учащиеся чаще всего указывали один или два звука, ну, например, О и или наоборот А и Звук И в ответах был обозначен лишь в отдельных работах, ну, например, в работе 10.03. И, к сожалению, в целом ребята не определили, что возможность произнесения звуков О и в этой безударной позиции связана с попыткой передать именно особенности звучания иностранного слова. Далее, к недочетам, наверное, относится, но, к сожалению, этот недочет отражался и на баллах, которые ученик получал за свой ответ. К сожалению, указывая, например, что в безударном положении вместо вот обозначенного звука можно произносить согласно нормам русского литературного языка звук А, ученики не называли звук, вместо которого он мог произноситься или должен произноситься. То есть учащийся должен был ответить, что вместо звука О в этой позиции, согласно нормам русского языка, мы должны произносить звук А. Или, например, вместо звука может произноситься звук И. Вот такого сопоставления, к сожалению, зачастую не было. Так, ну и при ответе на второй вопрос ребята, к сожалению, очень часто не отвечали на составляющие этого вопроса, при каком условии, например, может произноситься тот звук, который они определили, при каком условии и что может происходить в данном случае с самим именем. Ведь не случайно оно здесь присутствует, то есть вот это обозначение твердого согласного «т» не было обозначено. В целом ребята не очень хорошо, конечно, ответили на это, выполнили это задание, ответили на вопросы этого задания. Максимальное количество баллов, а это у нас с вами 13 баллов, не набрал ни один учащийся, к сожалению. Но были и очень хорошие попытки представить ответы на этот вопрос. В частности, некоторые указывали более серьезный ответ, например, не просто «ы», а «ы» с оттенком произносится вот в позиции после имени Месот, ну и так далее. Это первое задание. Оно было одно для 9, 10 и 11 классов. Тут без изменений у всех учащихся. Задание второе. Давайте рассмотрим. Итак, был предложен текст, который нужно было проанализировать и ответить на вопросы. Итак, первый вопрос. Найдите в отрывке из журнальной статьи 3 синонима. Выпишите их, определите, какое общее значение их объединяет, и укажите способ словообразования каждого из них. В данном случае нужно было обозначить 3 синонима. Это слова велосипедистка, педалистка и циклодонна. Они разнородны по способу словообразования. Слова велосипедистка и педалистка, они образованы от существительных велосипед и педалист при помощи суффикса «к», то есть эти слова образованы суффиксальным способом. А слово циклодонна отличается по способу своего образования. Это слово образовано способом сложения. Объединяются у нас два
слова, цикл, значение колесо, круг, и донна, то есть это итальянское обращение к лицам женского пола. Способ сложения. Общее значение их объединяет, значение нужно было обязательно обозначить: женщина, катающаяся на велосипеде. Это значение объединяет все три слова: велосипедистка, педалистка и циклодонна. Следующий, второй вопрос данного задания. Как оценивает употребительность этих слов автор заметки? Как вы можете охарактеризовать их употребительность в современном русском языке? В данном случае, как мы видели с вами из самого текста, слова велосипедистка и педалистка для автора одинаковы по употребительности. Они частотны. А вот циклодонна оценивается им как новообразование. В современном русском языке употребительно только одно из трех слов – это слово велосипедистка. Оно употребляется до сих пор, а вот слова педалистка и циклодонна неупотребительные. Следующий вопрос. Смотрите, пожалуйста, на него. Итак, укажите, опираясь на графические особенности текста, в какой период он мог быть написан. И особенности, которые как раз помогают нам определить этот период. В данном случае, конечно же, мы отмечаем три особенности. Это наличие звука «и», наличие звука «ер» и наличие звука «ять». Наличие этих примет помогает нам определить, что текст написан до реформы орфографии 1917-1918 годов. Так. И следующий вопрос, последний вопрос этого задания. Что общего в принципах образования слов циклодонна и автоледи? В данном случае мы с вами приходим к следующему решению. Во-первых, перед нами сложные слова. Во-вторых, первая часть этих двух слов, цикл и авто, используется в названиях транспортных средств. В частности, можно вспомнить автомобиль, например, автолюбитель, мотоцикл или квадроцикл и так далее. И третья общая такая деталь. Вторая часть данных слов является заимствованием. Эти части «донна» и «леди» заимствованы из европейских языков, являются названиями женщин. «Донна» из итальянского языка и «леди» из английского языка. Вот такие примерно ответы учащиеся должны были дать. А теперь остановимся на недостатках, что может быть, обозначим, что может быть не получалось у ребят при выполнении этих заданий. Итак, если вернемся сейчас к первому вопросу второго задания, то в данном случае, конечно же, в качестве положительного момента сначала обозначу, что практически все учащиеся, они верно определяли синонимы. Правда, некоторые испытывали некоторые сложности и указывали в качестве синонимов три слова, которые тоже были представлены в этом тексте: циклодонна, бензиномадонна и электромотодонна, что, к сожалению, увело ребят от правильного ответа. А вот теперь уже непосредственно о недочетах, недостатках. Очень много ошибок было в определении способа образования данных слов. В частности, например, просто был указан суффиксальный способ: велосипедистка, педалистка и в скобках суффиксальный способ. Этой информации явно недостаточно, поскольку, как мы с вами знаем, видим, здесь выделяются два суффикса: ист и суффикс ка. Ист суффикс выражает значение лица мужского пола по роду деятельности, по роду занятия. И, конечно же, учащийся, не указав суффикс, в общем-то, заставил нас гадать, какой же суффикс он имеет в виду. Это недочет, конечно. Так, далее был такой ответ: велосипедистка, слова велосипедистка и педалистка образованы суффиксальным способом при помощи суффикса ист и суффикса ка, что тоже явно
неправильно. Причем некоторые указывали, что образованы при помощи суффиксов «ист» и суффикса «к» от слов «велосипед» и «педаль». Мы знаем, что это неверный ответ. Иногда ребята указывали просто два суффикса «ист» при помощи «ист» и «к», даже не обозначая производящего слова, что тоже, конечно же, не могло быть засчитано. Так, при анализе слова «циклодонна» ребята порой смешивали два термина – сложение и слияние, сращение. Конечно же, это серьезное такое нарушение, потому что два способа мы с вами знаем. Способ сложения и способ сращения или слияния. Это уже не морфологический способ, который совершенно не имеет никакого отношения к слову «циклодонна». Далее, опять же, при анализе слова «циклодонна» ошибочно определяли вторую производящую основу. Вместо основы «дон», слова «донна», указывали слово «дон» и определяли тем самым, что слово «циклодонна» образовано способом сложения основ «цикл» и «дон» с помощью еще и суффиксации, с помощью суффикса «н». Далее, второй вопрос этого задания. Как оценивает употребительность этих слов автор заметки? Не все учащиеся верно поняли данный вопрос, не обратили внимания на слово «употребительность», как оценивает употребительность этих слов автор заметки. Да? То есть в данном случае надо было опереться на сам текст и все-таки пояснить, как автор оценивает употребительность этих слов. И в результате вот такого пропуска ответы порой были неполными. То есть ребята обращали внимание на употребительность этих слов только вот в современном русском языке. То есть такой получался половинчатый ответ. Далее, еще раз вернемся к третьему вопросу задания. В данном случае ребята очень часто верно определяли те элементы, которые как раз помогали нам отличить этот текст от современного текста, но, к сожалению, не показывали графически эти элементы в тексте. Обратите внимание, в конце этого вопроса было отмечено: данные элементы подчеркните одной чертой. Не во всех линиях, не во всех работах, прошу прощения, это было сделано. Далее. Необходимо было, как мы уже говорили, определить, к какому периоду относится данный текст, предположить, в какой период он мог быть написан. В данном случае ребята, как правило, очень хорошо определяли период, возможный период возникновения этого текста, но, к сожалению, были и, в общем-то, далекие от правильного ответа предположения. Например, в 9 классе были такие предположения: во времена СССР. Тоже в 9 классе до реформ Петра I, который отменил ЕР, например, да? Ну и так далее, и так далее. Так. И четвертое, что общего в принципах образования слов циклодонна и автоледи. В данном случае мало кто из ребят представил такой полный, основательный ответ на вопрос. Чаще всего показывали объединенность данных слов только по способу словообразования. То есть отмечали, что данные слова сложные. Но, к сожалению, не отмечали, что, например, первая часть – это слова, которые очень часто можно встретить в названиях транспортных средств. Или донна и автоледи, то есть вторая часть этого слова – это слова заимствованные, которые как раз обозначают женщину, то есть являются названиями женщин. Вот, пожалуй, и все по этому заданию. Дальше у нас идет вопрос номер 3, который является точно такое же задание было в 10 классе, только там оно обозначено было как задание номер 4. Это задание о двух словах: Чукча и Чукотка.
Хотелось бы прежде всего отметить, что определить даже попытки ответить на вопросы об этих двух словах предпринимали очень немногие ученики, как девятиклассники, так и десятиклассники. Большинство ограничилось пересказом условий задания про то, что чукча происходит от слова чау-чу, что обозначает «богатый оленевод». Ну, наверное, это задание оказалось не совсем понятным. Вот давайте посмотрим на первое задание. Так, первое задание, здесь нужно было показать, почему чередование «т» чередовалось с «ч», и почему оно не может объясняться праславянским фонетическим переходом. Здесь нужен был один лингвистический аргумент и другой не из области лингвистики. Но здесь нужно было, конечно, соотнести вот какие вещи. Освоение Чукотки – это примерно 17-18 века. А отмечено, что фонетический переход этот отмечен до 7 века нашей эры. Поэтому, конечно, это и не могло объяснить именно таким образом. По второму вопросу, так, главной ошибкой, которая не дала возможности построить концепцию ответа, стало отсутствие фокусировки на мысли, что слово «чукотка» вторично, что оно произошло от чукча, от слова чукча, а не наоборот. Но эта мысль позволила бы привести лингвистический аргумент, почему чередование согласных, имеющее место в этой паре слов, не является результатом праславянского перевода. В пункте второе. Правильный ответ по выполнению второго задания – это форма чукоч с нулевым окончанием, и чередование в данном случае отмечено 0 звука, чередуется с о. Сравните чукотка. А вот в третьем задании, здесь нужно было привести несколько нарицательных существительных, которые образованы по этой же схеме, по этой же модели. Вот нужно было обратить, конечно, внимание на то, что в условии было написано привести имена нарицательные, образованные по этой модели, что и Чукотка. Но участники Олимпиады порой отвечали неверно, то есть давали собственные наименования, такие как, например, Новгород, Калининград и другие. Здесь у нас нужно было бы привести, конечно, подобные вещи такой модели. Например, маршрутное такси, то есть маршрутка, сгущенное молоко, сгущенка, аскорбиновая кислота, аскорбинка и подобные другие вещи. В 10 классе было еще задание «Покажите, как фонетически изменялось производящее прилагательное, что привело к появлению чередования «т» и «ч» в словах «чукотка» и «чукча». Здесь логика такая должна была быть. Чукот, чукоч, ский. Чукоч, ский. Дальше получается «ч» произносится как «ч», и «ш» из-за неудобства опускается, и остается тогда чукотский. То есть «ч» здесь приравнивается к «т-щ», и в современном русском языке мы находим подобные же вещи, как в словах, допустим, «честный», «сердце» и другие вещи. Спасибо. Дальше у нас 4 задание. Так, Оксана Владимировна, пожалуйста. 4 задание. Оно было у нас необъемным. Итак, посмотрите, пожалуйста, на само задание. Учащимся предлагалось при выполнении этого задания
Заполнить пропуски исторически однокоренными словами. То есть учащиеся должны были показать знание групп исторически связанных слов. В данном случае мы увидели с вами слова «спиря» и «стырить». Итак, под цифрой 1 существительное женского рода с приставкой, означающее вражда, раздор, это существительное распря. Второе. Существительное, которое выступает в значении выступления сторон в судебном процессе, существительное множественного числа, не имеющее приставок, это существительное прение. Далее, прилагательное, означающее душный, несвежий, с тяжелым запахом, это прилагательное спертый. Далее, прилагательное с этим же корнем, который выражает значение последовательно, твердый, непреклонный, настойчивый, стойкий, это слово упорный. И синонимичное ему однокоренное слово, которое имеет значение упрямо сосредоточившийся на чем-то одном, это слово упертый. Два слова: упорный первое и второе упертый. Пятое. Прилагательное, которое является синонимом прилагательных, приведенных вами в 4 пункте, сохраняет древнее значение одного из выделенных в тексте слов. Выделенных, а именно глагол «стырить». И в данном случае однокоренным является прилагательное «настырный». Значение, которое нужно было бы вставить, это значение «быть упрямым», «спорить», «браниться», «ругаться». Ребята при выполнении вот этой части задания далеко не всегда подбирали верные слова. Чаще всего верным оказывался ответ 4, прилагательно упорный, упертый отмечали. Иногда верно указывали слово прение во второй части этого задания. Но в целом, конечно же, чаще всего ребята приводили, если приводили примеры, то это были примеры не те, которые нужно было бы приводить. Иногда ребят подводила невнимательность. Посмотрите, пожалуйста, вот прилагательное, которое является синонимом прилагательных и так далее. Вот здесь иногда указывали слово другой части речи, не прилагательное, а другое. Так, и вторая часть этого задания: определите, какие из найденных вами слов являются исторически однокоренными к существительному «спиря» и потом к глаголу «стырить». В данном случае можно было привести следующие слова, вернее, нужно было: «спиря» и однокоренные слова: «распря», «прения», «спертый», «упорный» и «упертый». А вот глаголу «стырить» мы в качестве однокоренного, к глаголу «стырить» в качестве однокоренного мы должны были подобрать единственное среди представленных слов – это слово «настырный». Все, пожалуй. В 5 задании были даны примеры из произведений русской литературы, которые были включены в базу Национального корпуса русского языка. Вот они на экране перед вами. А первое задание нужно было распределить эти примеры в 2 равные группы и определить принцип этого распределения. Здесь практически все ребята справились хорошо с этим заданием. То есть правильно определили группы. Первая группа, в одной из них, это 2, 5 и 6, где речь идет о собеседнике, который молчал, когда мог бы говорить. И вторая группа – это 1, 3 и 4 предложения, где собеседник старается как можно внимательнее слушать, чтобы ничего не упустить. Это второе значение глагола «проронить».
Но хотя вот эти две группы были практически всеми определены правильно, но нужно отметить, что, наверное, здесь не все увидели действительно подсказки, которые были в самих текстах. Вот посмотрите, допустим, первое предложение. Он слушал его с напряжением, не проронил ни одного слова из Володенькиной речи. То есть он слушал, а кто говорил? Володенька, Володенька и так далее. Вот эти подсказочки лексического характера, к сожалению, вот не могли все увидеть. И поэтому получилось, что определили верные группы, но не очень четко объясняли этот принцип деления на эти две группы. А четкость предполагала определить таким образом, что одна группа связана с порождением речи, а вторая группа связана с восприятием этой речи. Задание второе. Так, ответили практически правильно, отнесли к соответствующей группе. Это предложение представленное. А в части Б нужно было составить предложения и распределив их по этим указанным группам. Здесь тоже в основном ребята справились с этим заданием и показали, почему они относят к той или другой группе. Нужно сказать, что здесь по нормам, которые мы проверяли, а эти нормы были общие для всех ребят нашей страны, здесь учитывались только 4 примера, и максимальный балл здесь был 4 балла вот за это подзадание. Пожалуйста, дальше. Так. Это Яша, да? Угу. Следующее. Да, это задание 5. Так, это было, да. Это 6-е задание. 6-е задание касалось программы 9 класса. И это же задание было дано в 10 классе, только оно было обозначено под номером 5. И связано это было с заданием... Так, подождите-ка. Так. Ага, да, это задание открыто перед нами. Угу. Это задание было связано с особыми глаголами, которые принято называть перформативными глаголами. Естественно, сам термин не звучал в тексте, или он не оценивался, но его, впрочем, никто и из девятиклассников и десятиклассников и не назвал тоже, но это и не нужно было, повторяю. Но практически из девятиклассников никто не отметил особенность этих данных глаголов. В чем заключалась... Так, сейчас это вот первое нужно найти сейчас. Где вот эти глаголы? Разрешаю, клянусь и другие глаголы. А особенность этих глаголов заключается в том, что здесь совпадает момент произнесения действия, момент произнесения этого слова и действие, которое обозначается этим словом. То есть я разрешаю вам петь, я говорю об этом, и в то же время я это делаю, то есть разрешаю. Вот это свойство дает возможность нам использовать в разных временных формах. Так, ну среди перформативных глаголов вот два человека из 10 класса все-таки попытались это сделать, показали без определения этого термина. Ну, можно было привести и другие примеры, как утверждаю, прошу, благодарю, требую, советую, приказываю, благословляю, клянусь и так далее. Да. И вот здесь речь шла о том, что вот снимается ограничение для всех глаголов при описании некоторого типа ситуации. Нужно было определить, что это за ситуация. Что значит ограничение снимается? То есть возможно употребление разных временных форм в разных частях. Когда это возможно?
Это возможно, если речь идет о каких-то повторяющихся ситуациях, от регулярных каких-то ситуаций. Вот, например, когда растение укоренится в горшочке, его ус перерезают. Вот смотрите, предложение составлено корректно, хотя растение укоренится – это форма будущего времени, а перерезают, это форма глагола настоящего времени. Но так как это речь идет о повторяющейся регулярной ситуации, то, естественно, это возможно такое определение. И последнее задание здесь было, почему предложение «когда отпустят твоего Никиту, знает, скорее всего, этот малый», не удовлетворяет условию этого задания, которое было в самом начале. Вот здесь большинство уже правильно определили, что предложение о Никите, так, это не предложение с временным значением, а это предложение с изъяснительным значением. И, естественно, поэтому оно, конечно же, не удовлетворяет вот этому заданию. Это было сделано, последнее задание было сделано хорошо. Теперь задание 6 в 9 классе. Оно же было, такое же задание было в 10 классе. Это задание под номером 5. Так, а здесь задание номер 6. Давайте найдем его. Это Так. 6-е, Татьяна Павловна. Да. Нет, сейчас. Да, это мы уже сделали с вами, да. Задание 7 теперь. Задание 7, в котором было дано 6 примеров, взятых из Национального корпуса русского языка. Нужно было выполнить некоторые задания. Так, задание. Учитывая значение предложений, нужно было распределить эти примеры, опять же, в две равные группы и аргументировать этот свой выбор. Вот опять же, как и в предыдущем подобном задании, распределили на 2 группы практически все ребята, это 9 класса у нас, да, все ребята 9 класса. Ну вот объяснили это распределение, опять-таки не все или не точно объяснили. То есть нужно было показать, что группа 3, 4, 5 – это действие, условие, оно возможно, но не существует. А 1, 2, 6 могло уже произойти. Во втором задании нужно было найти 2 слова помощника в характеристике смысла предложения номер 7. Вот это предложение из Тургенева. Здесь помощниками выступили слова «больше» и «еще». «Больше» и «еще». Нет ни у кого характеристики слова «уже» как частицы. Это тоже можно было бы сделать. Так, здесь оно не представлено, да? И «уже» как наречие. Вот зато, если бы пронаблюдали вот эти вещи, то здесь были бы какие-то определенные баллы, например. Так, вот это, наверное, все, да, по этому заданию. Теперь 8 задание. Так, сейчас я его найду. Так, 8 задание – это предложение из произведения, написанного в XVIII веке. 1, 2 и 4 задания выполнены в основном правильно. Так, давайте найдем. Вот перевод был сделан правильно. Так, перевод выделенных слов. Так, выделенные слова у нас были какие? Затянулось, то есть стало долгим, продолжилось. Против образца согласно. Повинен в данном случае обязан, должен. Излишество. Это уже 2 задание, да. Вот 2 задание.
нужно было выписать слова, которые отличаются от норм современной орфографии. Здесь практически тоже ребята правильно выписали слова излишества с «и» на первая буква, образца с «с», сделано с «з», буква «з», и заводским вместо «дск», заводским. Вот здесь практически тоже ребята выполнили правильно. Ответ. Какой орфографический принцип отражен в их написании? То есть как произносим, так и пишем, ну, как правило, называют его фонетическим. Так, третье задание. Слова при наличии приставок, которые сохранили бы это написание, которые были представлены раньше во втором задании. Ну и здесь вызвало это задание большие затруднения. Так, здесь нужно было, конечно, найти слово «излишество», без излишества, где сохраняется это «и». Дальше третье. Перевод на современный русский язык фрагмента «смотря правды под сугубою заплатою». И определить нужно было, в каком значении в тексте употреблено здесь слово «мастер». Вот это вызвало большие затруднения у ребят. Особенно значение словосочетаний «смотря правды под сугубою заплатою, небесная доброта». Вот не хватило настойчивости в выявлении значения слова. Что значит «сугубый»? Это особенный, исключительный. Значит, под особенной, большой, двойной зарплатой. А что значит «небесная доброта»? Ребята писали, что это погода, но нужно было, конечно, указать, что это не просто погода, а именно хорошая погода, благоприятная погода. Так, в каком значении используется слово «доброта»? Здесь значение «качество». И надо было назвать два прилагательных, которые сохранили бы в русском языке значение корня «добров» и «добр». Это удобный, пригодный, добротный, подходящий. Ну и по небесной доброте я уже сказала. Так, и четвертое задание здесь. Встречается слово, которое в современном русском языке обозначает о чем-то позорищем. Исторически оно восходит к языку охотников. Что это за слово? Это было слово «пятно». В какой части человека оно соотносится? Это слово «пятка». Укажите, в каком значении это слово в тексте, в значении «клеймо». И первоначальный образ, лежащий в основе слова, это след на теле, на одежде и, может быть, на репутации. Вот такое задание это было у нас. Так, это мы разобрали. Вот мы закончили. Нет, мы еще не закончили. Это еще 8-е задание у нас. Это было 8-е задание как раз было, да? 8-е задание. Теперь мы переходим к 10-му заданию, к 10-му классу. Частично мы уже определили по 10-му. Подключилось. Первое задание мы проанализировали. Оно было одинаковым для 9-классников, 10-классников и 11-классников. Второе задание. Представим первое задание. Тут без изменений. 2 вопроса в этом задании. Второе задание в 10 классе было точно таким же, как и в 9 классе. То есть нужно было проанализировать текст со словами велосипедистка, педалистка и циклодонна. В данном случае, опять же, вопросы этого задания совпадали. Они были точно такими же, как и в 9 классе. Теперь мы переходим к 3-му заданию для 10 класса. Так, 3-е задание для 10 класса. Оно было точно таким же, как 4-е задание. 4-е задание в 11 классе. Так,
Это задание, наверное, было одним из самых удачных по выполнению. Так, сейчас, одну секундочку, я найду это задание. Потеряла. Так, ну придется так по ходу. Так, здесь в основном, найдите, пожалуйста, в 11 классе. Сейчас. Угу. В 11 классе, да. В 11 классе или в 10. Да, здесь нужно было вставить пропущенные слова. И здесь практически все правильно вставили эти слова. Нашли первые два правильно. Это наклон, склон. И потом все остальное было сделано правильно. Так, где у нас это? Да, это я могу найти. Так, и мы доходим до последнего. Это заслонка, так, которая называют железный лист, который закрывает топку печи. Правда, некоторые ребята писали слово заслон, но мы принимали, дописывали слог «к» и учитывали это значение. Так, свет. Это вопрос 4, это здесь же у нас, да? Сейчас, одну секундочку, мы найдем его. Так, вопрос 3. Нет, это уже другое задание. Да? О Чукотке. Так. Вопрос 4 это о Чукотке, который мы уже с вами рассмотрели. Мы его пропускаем. Так, пятое задание. Так, пятое задание. Так, сейчас мы его найдем, что я тут перепутала немножко. Пятое задание, оно совпадает тоже уже. Да, сейчас мы найдем. С тем заданием, которое разобрали ранее. Да, прошу прощения, я еще вернусь к предыдущему. Здесь у нас была форма, которая практически не поддалась ответу. Вот эта форма была связана, вот в предложении «в наше время клянутся обычно будущие врачи», а вот после этого нарушители уже названного действия должны были подвергнуться страшным наказаниям от матери сырой земли. Вот здесь многие неправильно написали этот глагол, опять же слово «клянуться», тогда как вот это страшное наказание, оно было связано с проклятием. Поэтому вот здесь нужно было написать «проклинать». Вот в этом задании. Так, дальше у нас Пятый вопрос. Так, пятый вопрос, это 10-й, да, это у нас вопрос, о чем у нас? Пятый вопрос – это анализ двух примеров. Когда у меня будет корзинка, я поеду за грибами. И когда у меня будет корзинка, я еду за грибами. Татьяна Павловна сравнивала уже эти два примера. И говорила об особенности подобных глаголов. Да, перформативных. Пропускаем. Мы переходим с вами, вы можете посмотреть еще раз на это задание. Да, мы сейчас пропускаем и переходим к 6-му заданию, предложенному 10-классникам. Итак, предложение у нас: я мигом надела свое платье и тоже торопясь начала захватывать все, что мне казалось нужным для дороги. Второй пример. Я 45 часов глаз мигом не прищуря, верст больше 700 пронесся ветер буря. И третье предложение. Соскучитесь одни, в заболоте чайку попить милости просим, всего 5 верст мигом лошадушки домчат. И так далее по тексту. Итак, давайте посмотрим на задание. Это задание прежде всего связано с разделом морфология. Ребята очень хорошо почувствовали этот момент и ни разу практически не ошибились в определении части речи, которые относятся вот анализируемое слово в разных примерах. Итак, первый вопрос.
посмотрите, пожалуйста, на него. Нужно было определить, в каком одинаково ли в семантическом отношении слово «мигом» в 3 примерах. И почти все учащиеся правильно определили, что семантика выделенного слова во 2 предложении отличается от семантики слов, представленных в 1 и 3 предложениях. Во 2 предложении, покажу его еще раз. Во 2 предложении слово «мигом» – это существительное «миг». В данном случае представлена форма творительного падежа единственного числа в значении промежуток времени. А вот в предложениях 1-3 перед нами наречие, которое указывает на образ действия. Вот как раз частеричную принадлежность ребята определяли все верно. Единственное, чего не хватало в ответах учащихся, это объяснение. Как видите, опишите это отличие, объясните, как они соотносятся с частеричной принадлежностью указанного слова в данных примерах. И здесь нужно было бы показать, что как раз во втором примере речь идет о том, что герой не прищурил глаз даже на самый краткий промежуток времени, а не о том, насколько быстро он смыкал или размыкал веки на дороге. Так, и не все ребята отмечали, что перед нами в 1 и 3 предложении наречие образа действия, то есть указание на образ действия происходит. Это тоже относится к числу недостатков ответов на данный вопрос задания. Далее, второй вопрос этого задания. Укажите, в каком значении употребляется и к какой части речи относится выделенное слово в предложении 4. Если оно представлено не в начальной форме, приведите ее, аргументируйте ваш ответ. И вот 4 пример мы с вами видим. «Не запри, мигом глаза вернусь». Так, и вот в данном случае мы с вами видим, что перед нами существительная начальная форма миг. Какое же значение этого слова? Значение слова такое же, как у слова мигание. То есть в данном случае осуществляется обозначение процесса действия по глаголу мигать. То есть мы с вами определяем значение быстрое, кратковременное соединение и размыкание век. Это значение, которое уже отличается и от второго предложения, от значения слова в 2 предложении и от значения слова в 1 и 3 примерах. И в данном случае на то, что перед нами существительное, конечно же, обращает себя на то, что перед нами существительное, можно обратить внимание при помощи дополнения глаза. Мигом глаза. Мигом чего глаза? То есть у нас дополнение. При выполнении этого задания, к сожалению, ребята порой делали досадные промахи. Вот в частности, отмечается в этом вопросе, или вернее в этом задании, если оно представлено слово не в начальной форме, приведите ее. К сожалению, ребята очень часто отмечали, что перед нами имя существительное, но начальную форму не приводили, а это сказывалось на оценивании данного ответа. Кроме всего прочего, есть еще один момент, недостаток. Не обращали внимания ребята на дополнение, вот как раз на то, что дополнение глаза возможно только при существительном, не при наречии, а именно при существительном, мигом глаза. Это тоже недостаток. И, кроме всего прочего, в этом задании нужно было определить, какое устойчивое выражение синонимично сочетанию мигом глаза. Есть работы, в которых ребята абсолютно верно обозначили это устойчивое выражение в мгновение ока, но таких работ, к сожалению, не очень много.
Так, как я уже сказала, лучше всего определяли часть речи. Остальные моменты, к сожалению, иногда были вне поля зрения ребят. Точно такое же задание было предложено учащимся 11 класса. Еще раз вернусь к примерам. Учащимся 11 класса под тем же номером 6. Несколько более полные ответы представили 11-классники. Ну, единственное, что можно добавить, в 11 классе это задание имело еще одно так называемое подзадание. То есть помимо вот обозначенных двух заданий было еще одно. Ну, наверное, его рассмотрим уже непосредственно при анализе заданий, предложенных к выполнению 11-классникам. Теперь мы переходим к следующему заданию. Задание 7. Так, задание 7 это 10 класс. И такое же задание было в 11 классе, только оно было под номером 7. Казалось бы, что задания, которые здесь представлены, очень несложные, но получилось, что первое задание не было выполнено правильно, и потом уже из-за этого пошли ошибки и в следующих заданиях. Здесь нужно было показать не нулевые формы в составных именных сказуемых. Нужно было назвать две формы. Одну из них, форму «есть», практически узнали все. Но вторая форма, которая звучит «суть», практически эта форма не прозвучала ни в одной из работ. Если форма «есть» связана с использованием в единственном числе, форма «суть», она связана с формами множественного числа. Например, монарх есть единовластный правитель, монархи, суть, единовластные правители. Вот, но по нормам оценивания, к сожалению, мы здесь не могли поставить за единственную вот эту названную форму «есть». Мы не могли поставить никаких баллов, если не было названо вот этой второй формы «суть». Поэтому здесь практически вот первое задание под буквой А оценивалось 0 баллов. Дальше, вот там, где требовалось в задании втором под буквой Б, нужно было бы обратить внимание на то, что при изменениях, использованиях некоторых частиц, меняется стилистическая окраска, и нужно было назвать эту частицу и указать ее функцию. Но здесь, к сожалению, при выполнении задания не обращали внимания на слово «стилистическая характеристика» и давали варианты, при которых не стилистическая окраска примера менялась, а менялся смысл. Здесь нужно было увидеть частицу «и», она выполняет выделительную функцию, имеет выделительное значение. Например, «я и есть тот самый учитель», «этот мальчик и есть самый лучший в мире фокусник» и так далее. Последнее задание здесь под буквой «В», она была представлена в одном из типов придаточных предложений. И нужно было указать этот тип придаточного и привести пример. При определении вида придаточных вот эти слова «есть» и «суть» должны были быть в придаточной части. У многих правильно определено, что это определительное придаточное, но в примере использовали вот эти формы «есть», использование в главной части. То есть здесь такой пример не учитывался. Примеры были неудачные, так как должны были быть
местоименно-определительное предложение. Хотя не требовалось этого термина местоименно-определительное, достаточно было назвать определительным, но она должна быть, повторяю, вот эта форма «есть» должна была быть в придаточной части, в примере в главном. Некоторые написали вместо «суть» «являться», «является», но это не форма глагола «быть», не от формы глагола «быть». В одной работе 11-классника есть правильный пример с определительным придаточным. Такой был приведен пример. «Ты хорош такой, какой ты есть». Вот здесь слово «есть» уже было использовано в придаточной части. Ну и не принимались примеры, где форма была в сослагательном наклонении. В самом начале мы говорили с вами, что речь шла о глаголах «быть» в прошедшем и будущем времени изъявительного наклонения. То есть эта форма также не поднималась. Так, вопрос 8. Так, сейчас мы введем этот 8 вопрос. Был дан текст. Так, дан текст. В одном из заданий нужно было сделать его перевод. Так, это было 3-е задание. Мы начнем, наверное, с этого 3-го задания. Так, перевод звучал примерно таким образом. Подойдя, святой быстро понял, что это бесовское наваждение, и, сотворив молитву, запретил бесу. Он, то есть бес, хотел устрашить святого, но, натолкнувшись на твердый алмаз, алмаза не поколебал. Сам же лукавый, то есть бес, дьявол, был сокрушен, то есть уничтожен. Вот такой должен был быть примерно перевод. Ну, с переводом в основном справлялись, но не всегда, естественно, этот точный перевод был проведен. Давайте посмотрим на задание по этому тексту. Первое задание предполагало анализ словообразовательного и лексического значения подчеркнутых слов по следующему плану. Нужно было найти корень в этом слове, показать его варианты в современном русском языке и определить значение корня. Затем выделить аффиксы, то есть приставки или суффиксы, с помощью которых образованы, опять же определить их значение. И указать грамматическое значение «ся» в случае номер 5. Так, ну что здесь у нас было? Словообразовательный анализ в большинстве случаев правильно был проведен в определении корня слов. В меньшей степени правильно были сделаны в определении значения аффикса, в частности постфикса «ся», который выражает грамматическое значение страдательного залога, а не возвратности. Не обратили внимания, что требовалось именно указать грамматическое задание, а не форму, с помощью которой образуется этот страдательный залог. Поэтому правильным значение глагола «сотерти» значение «уничтожить», «сокрушить», а «сотертися» – «быть уничтоженным», «сокрушенным». Трудным стало слово «мечтание» в значении «наваждение». К этому слову вообще трудно подобрать адекватный синоним, учитывая этот контекст. По суеверным представлениям, то, что внушало нечистой силой, то, что внушено нечистой силой с целью соблазнить, увлечь, запутать, обмануть какие-то чувства. И поэтому здесь считалось правильным только слово «наваждение». Слабым местом оказалось задание 2Б и 2Г. Для 2Г, для правильного ответа, нужно было привести не слова типа «лукавить», «лукавый», а те, которые были этимологически родственные.
А этимологические родственные, они должны были связываться с идеей кривизны. Поэтому здесь излучина, лук, лукоморье и другие слова могли быть в качестве ответа. Так, теперь со словом алмаз. Со словом алмаз. Простите, адамант, я уже дала ответ, да. Прямое значение слова адамант, здесь правильно определили значение алмаз, но в данном контексте понимается сам святой, который вот оказался таким твердым, как алмаз, как адамант, как таким же свойством, как это вещество, что вот понимается в данном контексте именно сам свят, там святой. С этим заданием многие справились. Так, ну и последнее, кто и почему имеется в виду под словом «все лукавые» в древней традиции. Ну, это тоже было трудно, конечно, ответить современному ученику и подтвердить это родственными однокоренными словами. Да? Уже сказала, что все лукавые, самый лукавый, коварный. И в этом тексте таким вот персонажем выступает, конечно, бес, это дьявол. Ну и родственные слова уже назвала, те, в которых лежит образ изгиба, кривизны, лукоморье, излучина, лук и так далее. Так. Наверное, мы закончили рассматривать 10 класс. Да. Переходим к 11 классу. Итак, первое задание, напоминаю, было охарактеризовано. Задание, связанное со знанием фонетических законов. Оно совпадает у всех классов. Второе задание, давайте посмотрим на него. Оно очень интересное, связано со знанием морфемного строя русского языка. Учащимся предлагалось привести примеры, соответствующие той или иной схеме, представленной в задании. В данном случае у вас на экране. Всего 7 схем было представлено. Рядом с обозначением морфемы, той или иной морфемы, указаны были цифры, арабские цифры, которые обозначали количество морфем, количество звуков, которые включаются в эту морфему. В данном случае, ну, в общем-то, ребята придумывали сами все слова, но обратите внимание, так было сказано, если на схеме около какой-то морфемы не стоит цифра, то в вашем примере эта морфема может состоять из любого количества звуков. То есть здесь ребята имели некоторую свободу. Вот, например, в третьей модели. Так, еще раз посмотрим. И в данном случае при оценивании мы, конечно же, учитывали, согласно критериям, возможность разной трактовки морфем. Ну вот, в частности, например, трактуется как суффикс или как окончание, поскольку два разных мнения существуют относительно этой морфемы. Обе этой точки зрения, обе версии, они учитывались. А выполнение. В данном случае ребята пытались выполнить это задание, и были очень интересные примеры подобраны. В том числе были приведены слова, ну вот, например, поешь. Поешь в данном случае орфографически мы с вами видим, что корень представлен орфографически с помощью двух букв, но если рассмотреть звуковой состав, то корень будет состоять из 3 звуков пой, ош получается у нас. Или приводили, например, слова типа я. Безусловно, я одна буква, но этот корень представлен 2 звуками. В данном случае, ну,
предлагалось на первую схему, например, в качестве примера были приведены такие слова на первую схему: львами, злому, двумя и так далее. Как мы видим, в данном случае можно было работать с различными формами. Или, например, на вторую схему примерные слова, примерные случаи: спела, смыты, сдаю, например. Конечно, в этом случае при трактовке «е» как суффикса. Или, например, третья схема: передала, переданы, передача и так далее. На четвертую схему, например, в, у, а, предлоги, союзы и так далее. Дальше на получается, пятую схему, например, чуть, про, или, опять же, у нас с вами наречие, предлог, союз и так далее. То есть неизменяемые слова, которые не имеют окончания. Дальше очень интересный пример, 6. Мы с вами видим, что рядом с приставкой у нас стоит обозначение 0. То есть 0 звуков. И ребятам предлагалось оценить, как мы с вами видим, пример или объяснение его отсутствия. И в данном случае ребята, конечно, должны были сказать, что таких слов нет, так как в русском языке не выделяются нулевые приставки. Нулевые окончания есть, нулевые суффиксы есть, а вот нулевых приставок нет. За этот ответ можно было получить 2 балла. За само указание отсутствия таких слов и за объяснение отсутствия по баллу. К сожалению, ребята не всегда верно рассматривали этот случай, пытались какие-то слова представить, ну, например, типа стол. Зато в предыдущем случае, если говорить, вот, рассматривать пятую модель, ребята очень часто говорили, что таких слов нет, что является неверно. И 7-я схема, как мы с вами видим, 2 приставки и корень. Здесь предлагали, в критериях оценивания предлагаются такие слова, как, например, вневмочь, наотмашь, вразрез и другие наречия. Но ребята, как правило, не давали ответов на вот по этой вот схеме. Так, ну и все. Все, максимально можно было получить за это задание. У нас с вами 9 баллов. 9 баллов. Но надо сказать, что в основном ребята старались выполнять это задание и приводили порой очень интересные примеры. Следующее задание у нас третье. Третье задание, оно было посвящено различным существительным, в частности, слову «путь». И это задание, к сожалению, вызвало большие затруднения. При выполнении задания надо было обратиться к историческим чередованиям, которые нашли отражение в современном русском языке. Может быть, это задание немножечко, может быть, испугало даже. Ребята подумать могли, что это задание связано с исторической грамматикой, но это было как раз не так. Нужно было рассмотреть вопросы современного русского языка и, в частности, чередования. Ну, теперь давайте поконкретнее. Так, здесь были, по-моему, 2 задания только. Вот первое задание. Как бы выглядели слова «зять», «медведь», «голубь» и другие, если бы они относились к склонению на «ё». Объяснить свое решение нужно было. Если бы эти существительные относились к типу склонения на «ё», то последние согласные этих основ изменились бы под влиянием «й». И здесь нужно было обратить внимание на чередование такого типа, как платить, плачу, т и ч, светить, свещать, освещать, т и щ. И тогда зять выглядел бы зяч или зящ. Слово медведь, медвеж, медведь выглядел бы как медвеж или медвеждь. Это такое же чередование, как, допустим, в современном русском языке видеть, вижу, вернее, ж, страдаю, стражду,
стражду, значит, медведь, медвеж или медвежь. Голубь звучал бы как голубль, потому что есть чередование «б» и «бл». Например, рубить – рублю. А червь – то же самое, как червль. Сравните, ловить – ловлю. Гость. Гость звучал бы как гощ. Здесь чередование «ст» с «щ». Сравните в современном русском «свистеть», «свищу». Вот это первое задание. Второе задание предполагало характеристику слов «вождь» и «вопль», к какому типу склонения исторически относились «вождь» и «вопль». И нужно было аргументировать это свое суждение. Вот фонетические изменения основ «вождь» и «вопль», «ждь» и «пль» показывают, что эти слова относились к типу склонения на «ё». «Водь» как «водить» плюс «е» и получилось «вождь». «Вопь» как «вопить» плюс «и» и получилось «вопль». Если бы слова «вождь» и «вопль» относились к типу склонения на «и», то фонетического изменения не произошло бы, и они выглядели бы иначе. Вождь как «водь», а вопль как «вопь». Вот такое это было задание. Дальше у нас... Следующее, четвертое задание. Да, четвертое задание мы уже с вами рассматривали. Пятое задание. Пятое задание. Пятое задание, оно было связано со словами «деля», «богадельня». Даны были некоторые примеры, так, их 5 было у нас примеров, и нужно было указать, определить, к какой части речи относятся эти выделенные слова в этих примерах, и какие фонетические и грамматические особенности создавали сложности при выполнении вот в отрывке 2. Давайте посмотрим, что здесь у нас получилось. Вот определение части речи во всех этих примерах большинство справились. Справились, но не все в третьих, пятых указали, что это предлоги. Так, то есть давайте посмотрим. В первом примере «деля с нами заботы хозяйства» – это деепричастие. Здесь практически не было ошибок. Во втором примере слова офицера «что?», «какой деля?» Это существительная искаженная форма множественного числа «дела». Дальше в третьем «мира деля». Перевод его будет «ради мира», поэтому здесь «деля» – это предлог. В четвертом «до того деля греха заплатить серебра». То есть «деля греха» из-за греха, здесь тоже предлог. В пятом «красы деля лица ея», перевод «за ее красоту лица». То есть здесь получилось, что «деля» здесь тоже предлог. И получается, что в третьем, четвертом и пятом примерах везде были предлоги. Дальше. Нужно было показать во втором задании, так, следующая строка «припава кладу к воспаленными устами». Так, в чем заключается отступление от синтаксической нормы? И сравнить эту строку с третьим, четвертым и пятым примером и показать это сходство. Здесь правильно указали необычное место предлога. Предлог после существительного в этом примере окладу ко, так, припав к окладу, а здесь в примере
окладу «ко». Точно так же это было как в третьем, четвертом и пятом предложениях вот исходного этого текста. Но, к сожалению, никто не обратил внимания еще на одну особенность. Это в примере «того деля греха». То есть получается, смотрите, предлог «деля» находится не перед местоимением «того», из-за того греха, а находится между. Хотя он стоит перед существительным «грех», но находится после определяемого слова «того». Вот, к сожалению, эту особенность никто не обратил. И третье задание, оно связано было со словом так, богадельня. Богадельня, и что здесь у нас было дальше? Так, богадельня. Что обозначает богадельня? Это заведение, буквально, заведение для Бога, заведение ради милости Бога, ради милости Бога. И здесь как образовалось это слово? Нужно было указать, что способом образования этого слова явилось сращение богоделя. Богоделя, сращение, слияние этих двух слов, которые сопровождались еще суффиксацией. Выделяется суффикс «н». Получается сращение, слияние целого сочетания слов в одно слово. Вот. Точно так же, как, допустим, можно было бы посмотреть «за благо рассудится». Получается «заблагорассудится», «с ума сшедший», «сумасшедший» и так далее. Мы можем... Так, что еще здесь у нас было? При этимологическом анализе, там что-то у нас еще, по-моему, было. Так, синонимы еще нужно было подобрать, да? Так, синонимы. Современный аналог слова «деля» – это предлог, конечно, «ради», который используется в аналогичной конструкции «бога ради». Кстати, обратите внимание тоже на две формы. Мы говорим «бога ради» и «ради Бога». И четвертое «б» при условии «деля» в современном русском языке еще есть один синоним, который напротив является исторически родственным. Это, конечно, предлог «для». «Для». Его практически многие назвали. Дальше. Следующее задание, шестое. Мы его анализировали, это задание. Оно было предложено десятиклассникам под той же цифрой, под тем же номером 6. В 11 классе почти такое же задание. Первые условия, первые вопросы, они совпадают. Добавлена была третья часть. Обратите внимание. Родственным существительным «миг» является глагол. Укажите начальную форму глагола совершенного вида, который часто употребляется вместе с существительным. Укажите существительное в именительном падеже множественном числе, когда говорят об уснувшем человеке. Интересно, что в существительном, укажите его называющим одну детскую игру, представлен тот же корень, что и в найденном вами глаголе, однако с перестановкой согласных звуков в нем. Итак, в данном случае следовало указать глагол родственный существительному «миг» – это «смежить», который очень часто употребляется вместе с глаголом «очи». Обратите внимание, здесь представлено, укажите существительное в именительном падеже множественном числе. Ну и в качестве вариантов, в качестве допустимых вариантов можно было отметить здесь глаза, веки, вежды. В данном случае действительно смежить очи, смежить веки и так далее. Это все допустимо. И на вторую часть нужно было ответить таким образом.
название игры – это, конечно, жмурки. Это название ребята, как правило, определяли верно, а вот на первый вопрос, первую часть вопроса, к сожалению, отвечали неверно. Подбирали вместо глагола «смежить» глагол «жмурить», «зажмурить». И в данном случае, наверное, ориентировались именно на существительное «глаз», хотя здесь было указано, укажите существительное в именительном падеже в множественном числе. Чаще действительно в данном случае имеется в виду, употребляется слово «очи», эта форма. И таким образом вот допустимые синонимические замены, они были связаны с тем, что допустимо смежить очи, смежить глаза, веки и тому подобное. Вот в этом заключалось дополнение, предложенное 11-классникам. Следующее задание, 7-е. Оно уже было представлено. И следующее задание, 8-е. И следующее задание мы тоже уже рассмотрели. На этом мы закончили анализ всех заданий. С Оксаной Владимировной мы благодарим вас за внимание. К сожалению, в нашем чате пока не просматривается ни одного вопроса. Я напоминаю, что с 15 до 17 часов вы можете задать нам вопросы, если зайдете на соответствующую страничку сайта Института развития образования. Надеюсь, что мы помогли сегодня сориентироваться в каких-то вопросах, которые представляли для вас некоторую сложность. Еще раз благодарим вас за внимание, за понимание. Желаем всего самого доброго во всех ваших делах. До свидания. До свидания. Сообщение здесь тоже, да, появляется? Да, там Цифры меняются.